Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует специалист по недвижимости агентства «Квартирный вопрос» Минин Сергей Васильевич. В последнее время число собственников в государстве нашем растет. Вообще право собственности возникает с момента государственной регистрации, что подтверждалось до определенной даты выдачи свидетельством о государственной регистрации. На данный момент подтверждением государственной регистрации права собственности служит выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Наши клиенты часто к нам обращаются и задают закономерные вопросы. А что делать со старыми документами? Подлежат ли они регистрации? Действительны ли они? На данный момент я хочу вас успокоить, что все документы действительные, они признаются государством наравне и с новыми документами, которые выданы в последнее время. Ситуация возникала следующим образом. До 31 января 1998 года право регистрировалось различными органами. Окончательная же регистрация подтверждения права собственности и проставлением штампов на правоустанавливающих документах занималось Бюро технической инвентаризации, сокращенно БТИ. То есть на данный момент государство признает такие зарегистрированные права действительными, и повторное обращение в органы государственной власти по регистрации права не необходимо. Существует упрощенная процедура по регистрации права собственности, если вы одновременно совершаете сделку купли-продажи. Например, вы приобрели право до 31 января 1998 года, у вас есть правоустанавливающие документы, которые зарегистрированы в БТИ, и вы хотите совершить сделку купли-продажи, дарения, мены, то, соответственно, вам повторно не надо обращаться за регистрацией данного права. Подаются документы одновременно и без уплаты госпошлины. Госпошлина уплачивается только за регистрацию самой сделки. В моей практике случилась такая ситуация, что продавали мы квартиру, и квартира была подтверждена вот этими именно старыми документами, которые были зарегистрированы до 31 января 1998 года. Ситуация сложилась, что у нас появились покупатели на эту квартиру, но при этом покупатели не знали, что такое ранее возникшее право, вызвало, конечно, это беспокойство у них. На что на самом деле мы провели консультацию о том, что данное право, оно юридически действительное, но при этом мы еще и взяли выписку с Бюро технической инвентаризации, дополнительная справка, которая стоит около 400 рублей, где было указано повторно о том, что собственник является данный гражданин, что право зарегистрировано, оно действительно, и что на этом объекте не зарегистрировано какое-либо обременение. При этом мы показали, при встрече с этим клиентом показали все эти документы, но при этом человек не поверил и этой справки, и выписки. Это, наверное, чисто внутренний какой-то психологический момент данной ситуации. В дальнейшем эта квартира была продана, причем были ипотечные средства, Сбербанк также проверял чистоту правоустанавливающих этих документов, и сделка прошла успешно. То есть по этому поводу хочу заключить резюме, что не нужно будет переживать вам за данные документы. Они являются действительными, и сделки проходят без каких-то отрицательных последствий для покупателей. В окончание хочу сказать вам до свидания, всего доброго, до новых встреч!